Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях Андрей Сандоминович Федотов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, а также руководитель Единого координационного центра по решению задач, связанных с СВО. Андрей Сандоминович, мы с вами встречаемся в начале января, и Единый координационный центр работал все праздничные дни. И вот в канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями погибших воинов СВО. Среди них была семья из Якутии. И я знаю, что Единый координационный центр помогал ей в этой поездке. Вот расскажите об этом. На этой встрече с президентом приняла участие семья Дмитрия Егорова, героя Российской Федерации, погибшего на фронтах специальной военной операции. Думаю, что это очень знаковое событие. У нас начинается год семьи. Больше всех сегодня за судьбу страны переживают семьи. Очень семейное, человеческое, проникновенное отношение президента к семьям, оно как раз демонстрирует сформированное уже в основном отношение нашего общества ко всем, кто сегодня защищает наше будущее, наш суверенитет и правду во всем мире. Ну, о якутских бойцах уже знают на территории всей страны. У нас много уже героев России. И недавно Сергей Шойгу, министр обороны, переименовал добровольческий батальон «Барс-2» в «Буотор». И мне кажется, что это такое индивидуальное внимание. Действительно ли это так? Да, это индивидуальное внимание именно к отряду «Ботур», которые до сегодняшнего дня находились в составе добровольческого батальона «Барс-2». Всего добровольческих батальонов, по-моему, на сегодняшний день 34 насчитывается в составе вооруженных сил. Я уже не один раз слышал, командиры дивизии приводили в пример боеготовность, уровень подготовки, уровень морального настроя на победу именно отряда «Барс-2», именно отряда «Ботур». Это событие, оно сродни таким событиям, когда частям и подразделениям присваиваются звания особые, гвардейское, да, или название Кантемировское, Таманское. Это особые почетные звания, которые традиционно присваиваются соединениям и частям нашей армии за особые заслуги. Теперь весь батальон, он якутский, есть соответствующее решение главы республики Илдархана Асена Сергеевича Николаева о том, что мы берем шефство над всем батальоном. Такая практика, на мой взгляд, очень правильная. Сегодня формируется еще одно подразделение для инженерных войск специального назначения, которые будут использовать новейшие достижения в области беспилотных аппаратов, в области радиоэлектронной борьбы, в области дистанционного минирования и так далее, и так далее. Вот такое особое отношение к подготовке наших ребят для военной службы очень серьезно, коренным образом влияет на их боеготовность. Многие знают о работе опорных пунктов Якутии, и, как я понимаю, открылся новый. Действительно ли это так? Я не скажу, что как бы новые опорные пункты, просто дислокация опорных пунктов, она постоянно меняется. Она меняется в силу необходимости оперативной текущей обстановки на фронте. Я не стал бы называть их дислокацию сейчас. Они всегда работают, чем ближе к бойцам, тем лучше. Но при этом, конечно, мы максимально учитываем вопросы безопасности. Сегодня у нас фактически нет на опорных пунктах людей, которые не имели бы опыта уже работы вот за эти 2 года. Сейчас люди подъезжают в основном опытные, адаптируются быстро и, конечно, соответствующие результаты. У нас сложилась уже практика с большим праздником. Илдархан наш направляет поздравления соответствующими подарками. Это было и в прошлый Новый год, и к 23 февраля, и к Дню Победы, и к ИСЭХу. В этом году мы вот развезли новогодние подарки. И вот просто я наблюдаю за временем и организованностью этих мероприятий больших, то они проходят все более четко, все с меньшими вопросами и в очень сжатые сроки. Фактически все новогодние подарки были развезены там в течение 2 недель.
Ну, понятно, что работа опорных пунктов очень важна, но давайте немного статистики, да, все-таки. Какая техника поставляется нашим бойцам? Сколько единиц? Может быть, вы скажете и о гуманитарной помощи? За прошлый год некоторые образцы двойного назначения, да, продукции, которую производят наши компании, они уже нашли востребованность на фронте, они прошли уже, так сказать, боевое крещение. Я имею в виду прежде всего это наши снегоболотоходы «Сокол». Порядка там, полусотни уже направлены и работают на фронте. Сегодня дополнительные заказы идут. Активно работает уже территория опережающего развития патриотическая, которая создана по инициативе Юрия Петровича Трутнева. И в рамках этого ТОРа мы заказываем, кроме «Соколов», еще и FPV-дроны. Специально создали наши компании, которые являются резидентами технопарка Якутия. Это тоже была большая работа в прошлом году. И первые образцы были испытаны, доработаны, и сегодня идет уже такое серийное производство. Они очень востребованы на фронте. У нас появилось очень много операторов именно по FPV-дронам, это так называемые камикадзе, потому что операторы это высокого класса, это не просто операторы разведчиков и даже бомбардировщиков беспилотных, но это специальные команды, которые могут пользоваться этим. Это такой высший пилотаж. Также развиваем производство укрывных материалов. Это известная компания Хатутент. Все фактически якутяне знают, укрывая свои автомобили в зимнее время. Это оказалось очень востребовано на фронте. Я хотел бы сказать, что у нас уже сформировано, в годы Великой Отечественной войны формировались такие танковые колонны у нас, эскадрильи за счет пожертвований наших граждан Якутии. В этом году уже колонна более 150 автомобилей было пожертвовано предприятиями, отдельными нашими якутянами, которые направлены на фронт. Мы также закупаем сложное оборудование. В основном сегодня мы занимаемся именно оборудованием радиоэлектронным, оптическим, дополнительным каким-то, что не предусмотрено там, может быть, или маловато еще в армии, тепловизионной техникой, наблюдательной, значит, снайперской и так далее. Мы где-то порядка, каждого третьего солдата уже снабдили. Я, кстати, хочу сказать, Айсен Сергеевич, он постоянно держит. О том, что вы спрашивали сегодня в этом отношении, в поддержке СВО, это все инициативы нашего Илдархана. И снайперский центр, и БПЛА, и новые, значит, виды продукции наших компаний, инновационных компаний, и дроны эти, и различные другие техника, и «Соколы» эти. «Соколы» превратились в боевую единицу. Если мы до недавнего времени это рассматривали как транспортная единица, подвести, увезти и так далее, то сегодня на них установлены так называемые АГС, это автоматические гранатометные системы, да, и противотанково управляемые ракеты «Птурсы», которыми поджигают танки, которыми уничтожают опорные пункты. Но ведь это все задело и на будущее. Значит, способны наши компании производить высокотехнологичную продукцию. Да, сегодня в интересах победы, а завтра это может обязательно будет использовано и в мирных целях. Я думаю, что это очень-очень важно. В Якутске был создан Центр высокоточной стрельбы. Давайте поговорим о нем. Я так понимаю, там будут готовить снайперов. Почему он был создан именно у нас в республике и кто его возглавил? Якутия всегда славилась своими стрелками, охотниками. И в Великой Отечественной войне очень много было у нас героев Советского Союза, орденоносцев, именно снайперов. И командиры говорили, что многие наши земляки действительно очень приспособлены к этому. Это у нас в крови, как говорится. Когда мы поняли, что это действительно очень необходимо сегодня фронту, то было принято решение Айсеном Сергеевичем, его поддержал Юрий Петрович Трутнев, о том, чтобы создать Центр высокоточной стрельбы, дальней высокоточной стрельбы. Это так называемые тяжелые снайпера, которые работают от километра и дальше. Серьезная стройка, она завершена, значит, она уже работает. И возглавил этот снайпинг-центр наш герой Российской Федерации Александр Колесов. И наши инструктора уже были несколько раз в командировках, боевых командировках в зоне СВО, обучая армейских фронтовых снайперов
давая им дополнительные знания, дополнительную практику. Я знаю очень высокую оценку этих инициатив и большую потребность. Большая работа ведется и с ранеными бойцами, конечно же, подписаны соглашения с центральными госпиталями нашей страны, и в эту систему уже подключился и санаторий Бесчагда. С госпиталями, основными госпиталями нашей страны у нас есть соответствующая договоренность, есть с некоторыми соглашения подписанные с 3 госпиталями. Основной распределительный это в Ростове. Там постоянно работают наши сотрудники опорных пунктов, приезжают всегда наши врачи, добровольцы, которые встают рядом с военными врачами, работают также. Мы сегодня активно работаем с другими городами, куда распределяют наших бойцов. Но логика такая. В ростовском госпитале идет распределение с легкими ранениями, переправляют в близлежащие госпитали Поволжье, значит, юг России, некоторых в Сибирь, в том числе на Дальний Восток. Вот. Более тяжелых центральные клиники, где есть все для того, чтобы ребят лечить. Это Бурденко, Вишневского, Санкт-Петербург. Плотно мы работаем ежедневно. Здесь тоже руководство госпиталей содействует тому, чтобы эти контакты были как можно чаще, потому что это очень серьезно влияет на качество и скорость выздоравливания наших ребят. Вот. Приезжают матери, мы им тоже помогаем, жены, близкие. Но вот совсем недавно приезжала семья Дьяконовых, их старший сын Аркадий получил тяжелое ранение, находится здесь, в Москве. Ну, они вместе встречали Новый год. Всему этому мы оказываем максимальное содействие. Очень хорошо показывают результаты хорошие санаторий Бесчагда. Не так давно, значит, год назад родилась идея создания реабилитационного отделения отдельного в рамках той медицинской части, которую мы выстроили внутри санатория. Санаторий сегодня имеет большинство лицензий, которые необходимы, которые вообще существуют. В том числе вот и мы занимаемся реабилитацией. Там проходят у нас реабилитацию наши ребята. Все наши бойцы, которые приезжают туда, они все очень высокого мнения, особенно о медицинском персонале. В этом году мы должны приступить по планам к проектно-сметной документации, изготовлению по санаторию, который нам передала Республика Крым в городе Алупка. И там тоже, значит, мы предполагаем, что прежде всего это будет направлено на создание базы, реабилитационной базы для наших бойцов и их близких, с тем, чтобы после победы у нас была такая возможность, в том числе и на Черном море, предоставлять такие услуги, такие условия для более быстрой адаптации наших ребят в мирное время, в том числе и с тяжелыми ранениями. Мне кажется, вот пример Бесчагды показал, что такая необходимость существует. Благодарю вас за интервью. Спасибо.